Для того, чтобы отсортировать нашу таблицу, мы кликаем внутри того столбца, по которому хотим осуществлять сортировку, переключаемся на вкладку «Данные», и здесь в группе «Сортировка и фильтр» есть две команды, которые нам подходят. Это сортировка от А до Я по возрастанию в алфавитном порядке и сортировка в обратном порядке от Я до А, то есть по убыванию. Кликаем по той, которая нам подходит, например, по возрастанию, и наша таблица мгновенно сортируется в рамках того столбца, в котором у нас была выделена ячейка. Целостность данных при этом никак не нарушается. Все данные, которые составляли единую строку, остаются по-прежнему в рамках одной строки, а не разбиваются на разные строки. Если вы захотите сортировать данные только в каком-то конкретном столбце, так чтобы этот столбец отсортировался, а все остальные столбцы не были затронуты, в этом случае вам нужно предварительно столбец выделить, а далее проделать то же самое. На вкладке «Данные» выбрать одну из команд по возрастанию или по убыванию. Давайте я кликну по убыванию. И у нас всплывает предупреждение от Excel, который говорит нам о том, что в таблице есть еще какие-то данные в соседних столбцах, и мы можем нарушить целостность данных, отсортировав таблицу вот таким вот способом. На выбор нам предлагается автоматически расширить выделенный диапазон. В этом случае отсортирована будет таблица по тому же принципу, по которому мы ее сортировали ранее. Для сортировки только этого столбца мы выберем команду «Сортировать в пределах указанного выделения» и нажмем «Сортировку». Данные отсортировались, остальные столбцы остались на своих местах. Еще раз обращаю внимание, что целостность исходных данных при этом у нас нарушена. Давайте нажму отмену, чтобы вернуться к исходным данным. И рядом с двумя кнопками, которые мы только что смотрели, есть еще одна кнопка «Сортировка». С ее помощью мы можем настроить сортировку разных уровней. Что это значит? На текущий момент у нас таблица отсортирована по производителю. Если мы посмотрим внутри каждого производителя, то увидим, что там есть различные типы устройств: телефоны, планшеты, аксессуары и так далее. Соответственно, внутри производителя мы можем отсортировать данные, например, по столбцу тип, также по возрастанию или по убыванию. Затем в рамках каждого из этих типов мы можем настроить сортировку, например, по названию модели, тоже по возрастанию или по убыванию и так далее. Кликаю на кнопку «Сортировка». Автоматически Excel предполагает, что сначала мы будем сортировать по столбцу модель. Это произошло потому, что была выделена ячейка в рамках столбца D-модель. Можем поправить столбец на нужный и указать, что сначала мы будем сортировать по производителю. Обратите внимание, что здесь мы видим заголовки столбцов. Это произошло потому, что Excel правильно определил, что первая наша строка — это строка с заголовком, и она не участвует в сортировке. Соответствующая галочка стоит у нас вот здесь. Мои данные содержат заголовки. Если мы эту галочку уберем, то диапазон для сортировки будет расширен и на первую строку. Это значит, что данные из первой строки тоже уедут куда-то вниз, когда мы отсортируем нашу таблицу. И теперь сортировать по мы видим уже не название, не заголовки столбцов, а столбец А, Б, С и так далее. Давайте вернем галочку «Мои данные содержат заголовки». Здесь мы можем настроить сортировку по значению ячеек, это то, что мы только что делали. Также можно выбрать сортировку по цвету. Здесь есть цвет заливки и цвет шрифта. Или по значку условного форматирования. Мы оставим первоначальный вариант значения ячеек, сортировать мы будем по значению и оставим алфавитный порядок от А до Я. Для того, чтобы добавить еще один уровень сортировки, мы кликаем кнопку «Добавить уровень», указываем, что сортировать внутри производителя мы будем по типу, тоже пусть будет алфавитный порядок от А до Я, добавим еще один уровень и затем мы будем сортировать по давайте стоимости. И стоимость по умолчанию нам предлагают сортировать по возрастанию. Здесь мы можем выбрать по убыванию. Обратите внимание, что в зависимости от типа данных в ячейке мы видим различные наименования. От А до Я это для текстовых ячеек по возрастанию или по убыванию для ячеек, которые содержат цифровые данные. Выбираю вариант по убыванию. Любой из этих уровней сортировки мы можем удалить, если он нам не нужен. Когда мы завершим настройку уровней сортировки, нажимаем на ОК и готово. Наша таблица отсортирована сначала по производителю. Внутри каждого производителя мы видим, что идут различные типы устройств, планшеты, телефоны и так далее в алфавитном порядке. И в рамках каждого из типов устройств мы отсортировали по стоимости в обратном порядке, то есть по убыванию. Сначала максимальное значение, в конце минимальное.